Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марферина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я вам расскажу об интересных событиях из мира якутского кино. Я вот на днях увидела тизер и была под сильнейшим впечатлением от этого трейлера к проекту «Дойти до края. Сибирский континент», что решила и вам его незамедлительно показать. Ну и по традиции сделаю небольшой обзор самых интересных событий из социальных сетей, ну и еще многое другое. Давайте начнем. Два якутских фильма вошли в программу фестиваля документального кино «Россия». 33-й открытый фестиваль документального кино «Россия» пройдет с 1 по 6 октября 2022 года в Екатеринбурге. Якутские фильмы прошли отбор из более чем 500 представленных кинокартин. В категории телевизионных документальных фильмов представит проект «Дойти до края. Сибирский континент». Как раз об этом я сказала в анонсе. Его режиссер Иван Демчук. Фильм «Дойти до края. Сибирский континент» посвящен столетию якутской автономии. Драматическая история описывает очень сложный процесс освоения сибирских территорий. Эксперты, исследователи и вообще вся общественность высоко оценили первый фильм цикла уникального проекта «Пути великих свершений». Картина призвана рассказать, почему регион был форпостом развития России на Дальнем Востоке. Сейчас вы посмотрите трейлер первого фильма, и я уверена, поймете масштабы и важность этого проекта. Первооткрыватели, открывая новые земли для российского государства, конечно же, опирались на тех жителей, которые уже освоили эти земли. Мы находимся где-то здесь. Дежнев здесь проходил своими кочами в 1648 году. Первооткрыватели, которые шли, ну, они, наверное, лучше нас понимают, что такое жизнь. Это непростые ребята были. Она ошибок не прощает, Колма. С ней шутить нельзя. Суровая она. Но наша лечит, матушка. Произошла встреча двух цивилизаций – русской цивилизации и якутов. И это также дало очень большой импульс освоению этих территорий. Именно из города Якутска уходили в разные стороны и на север, и на юг, и на восток те экспедиции, которых буквально за несколько десятков лет присоединили к Российской империи огромные территории, сравнимые с территорией практически целых континентов. В категории «Документальный фильм» Якутию представит проект режиссера Аяла Адамова короткометражный фильм «Белая земля». Я, к сожалению, не смогла найти ни тизер, ни трейлер к этому проекту, но я уверена, он тоже очень достойный. И хочу немного зачитать из сюжета этого фильма. «Берег моря Лаптевых. Вокруг одна тундра и ничего, кроме маленького эвенского села Найба. Однажды наступает праздник День оленевода, и туда съезжаются все лучшие оленеводы, дети и все население, чтобы порадоваться жизни. Вообще День оленевода – это очень важный праздник для всех северян. Но вдруг начинается сильнейшая буря. Скажите, правда ведь уже интригует сюжет?
Но и на этом хорошие новости из мира якутского кино не заканчиваются. Якутские фильмы покажут еще и во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Ставший уже традиционным фестиваль якутского кино порадует новинками киноиндустрии республики. 2 сентября состоится открытие фестиваля. И в этот день покажут военную драму Петра Хики «Холодное сердце». В последующие дни зрители смогут посмотреть фильм об испытаниях на пути к победе «Джилур Масс Рестлинг» режиссера Валентина Макарова. Фантастическую комедию о путешествии во времени «Бюген Былыр» режиссера Александра Лукина и 2 кинокартины режиссера Михаила Лукачевского. Это приключенческую комедию «Дикий челлендж» и драму «Вертолет». В следующем году Исэх Аланхо состоится в селе Томтор Аймяконского района 1 и 2 июля следующего года. Айсен Николаев осмотрел ход подготовки к Исэху Аланхо в Аймяконе. Традиционный национальный праздник состоится в этнокультурном комплексе Кемюскюре. Как отметил Айсен Николаев, вопросы, связанные со строительством обрядовых сооружений, транспортной логистикой, размещением и питанием участников и гостей, а также организацией электроснабжения, сотовой связи и культурные программы надо начинать решать для того, чтобы максимально сделать задел в этом году. План мероприятий по подготовке и проведению Исэх Аланхо будет согласован и утвержден уже к 20 сентября. В Якутске в парке Юрдел появились сказочные персонажи, деревянные скульптуры. Работы мастеров просто поражают. Особенно бросается в глаза то, что все композиции будто застыли в движении. Скульптуры передают национальный колорит. Это и танцующие в национальных убранствах девушки, и фрагменты со сказочными персонажами прямиком из Аланхо, шаманы с бубнами, ботеры в доспехах, озорная детвора и даже традиционный календарь. Предлагаю сейчас посмотреть видео, снятое пользователями социальных сетей. Важное событие для жителей небольшого городка – обновление центральной площади в городе Удачный Мирнинского района. Теперь на площади появились трибуны с деревянным настилом, навес с качелями, столиками, стульями, новые скамейки и урны, а также был обновлен фонтан и смонтирован экран. А по вечерам здесь по-особенному атмосферно отмечают местные жители. Сейчас вашему вниманию предлагаю посмотреть волшебные фотографии звездного неба над рекой Синяя. Вы только посмотрите, какое небо и какая атмосфера, а особенно северное сияние. А знали ли вы, что выводить мед в Якутии может лишь один единственный вид пчел? Дальневосточный вид пчел. Они единственные, те, которые могут пережить наши длинные морозные зимы. Моя коллега Ирина Григорьева съездила в Марху к очень известному пасечнику и попробовала августовский мед. Плохой сегодня денек. Закончить последние работы на пасеке. Вот у меня тут дымарь, стамеска, главные инструменты. Все. Отправляемся на работу. Пчеловод со стажем Евгений Поличко со стамески и с дымарем идет на пасеку. Ежедневно Евгений Леонидович проверяет эти ящики пчелами. Множество запаха сливаются в один неповторимый аромат. Мимо с жужжанием проносятся трудолюбивые пчелки. Это у нас мед, который собрали наши пчелы.
Основной медосбор уже позади. Сейчас пасечники сокращают гнезда, обрабатывают улья препаратами, утепляют, готовят семьям полноценным корм, сладкий сироп, чтобы обеспечить пчелам успешную зимовку. Это лето выдалось жарким, поэтому пчелам в этом году было несладко. Жара подвела нас, поэтому медосбор, в общем-то, слабый, потому что, во-первых, и растения цветут слабо при таких экстремальных, скажем так, температурах, ну и нектар сгущается при температурах выше 25 градусов, поэтому не очень хорошо все прошло. Ну, в целом, как бы, поголовье целое. Пасеку Евгений Леонидович начал разводить больше 10 лет назад. Пчеловодство – это искусство мелочей, точная наука и даже творчество, отмечает опытный пасечник. Это трудоемкая регулярная работа, которая не останавливается круглый год. Зимой подготавливают ульи, рамки и воск. Весной раскладывает мед, подкармливает пчел сиропом, следит за тем, чтобы насекомым в улье было тепло. Летом, помимо сбора меда, приходится следить за тем, чтобы в улье всем хватило пространства, и наблюдать за пчелиными семьями. Обработка, вот эта каждая медалька означает обработку от клеща. Вот 10-го обрабатывал и потом 8-го обрабатывал. Ну и здесь вот это вот написано, сколько дано сиропа. Потом подхожу вот так на вес. Ну вот здесь уже. А как вот проверять вес? Ну попробуй приподнять, килограмм 25 тут уже есть. У Поличка более 150 семей. В каждой такой семье около 50 тысяч пчел. Это дальневосточные пчелы, единственные, кто может пережить долгие якутские зимы. В этих ячейках пчелы раскладывают собранный нектар, который превращается в сироп. Ячейки с медом пчелы запечатывают воском. Если они запечатаны, мед к сбору готов. Сбор меда в некоторых регионах производится до 4 раз за сезон. Его можно уже собирать с мая по август. Время, конечно, сбора зависит от цветения растений, с которых пчелы собирают нектар. Например, гречишный или липовый мед можно уже собирать с конца июня до конца июля. А в сентябре уже мед собирать нельзя, потому что пчелы готовятся к зимовке. Пчеловодство отразилось на моем поведении и даже на характере, признается Евгений. Выработали спокойствие и неспешность. Даже у маленькой пчелы есть чему поучиться, шутит пчеловод, трудолюбию и особой сплоченности. Зимой вот они корма едят, то есть как они сидят вот здесь на рамке. То есть вот эти рамки будут плотно стоять зимой, и они вот таким вот, называется клуб, то есть вот здесь вот пчелы сидят вот так вот, то есть вот 8 рамок, и вот они сидят здесь. То есть вот эти пчелы, которые сидят вот на краю меда, вот они вот этот мед разогревают и берут отсюда и передают своим этим друзьям, товарищам, то есть у них общественный желудок. Они достают и передают следующим. Это следующим. То есть до последней пчелы вот этот корм доходит. Евгений Леонидович ласково смотрит на своих пчел. В его взгляде отражается любовь к своей работе. Пчела чувствует своего хозяина, его энергетику и эмоциональное состояние. Признается, летом проверяет улья в шортах и в майке, и пчелы его не жалят. За несколько лет работы Евгений Поличко встречал на своем пути множество проблем. Но ни на один день не подумал перестать заниматься любимым делом. Ирина Григорьева, Семен Семенов, Якутск. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!